Сегодня я здесь, чтобы передать мощное послание, адресованное тем, чья вера в Бога остается крепкой и непоколебимой. Если вы неверующий, я уважаю ваше решение и советую вам пропустить это сообщение. Однако, если вы решите продолжить слушать это послание до конца, я верю, что вас ждут благословения и чудеса, которые полностью изменят вашу жизнь. На этой неделе вы должны подготовиться к тому, чтобы получить ответы на свои искренние молитвы и предвкушать значительное чудо, которое я готов вам подарить. Подготовьте свое сердце, искоренив сомнения и пессимизм. Сосредоточьте свою душу на искренности своих намерений и размышляйте над моими обетами и моими учениями, черпая из них силу и мудрость. Вера твоя, хотя и простая, но горит страстно, и я вижу твою непоколебимую любовь ко мне. Вы доверили мне свою жизнь, и ваша вера в чудеса, которые я могу совершить, является свидетельством вашей веры. Будьте уверены, я никогда не оставлю тех, кого люблю. Поймите, что вы и вся ваша семья находитесь под моей божественной защитой, в безопасности и надежности в моих заботливых руках. Каждый рассвет я буду наполнять вас силой, обеспечивая мотивацию и терпение, необходимые для победоносного противостояния вызовам дня. Не стесняйтесь войти в мое присутствие в любое время и попросить все, что вам нужно. Мне известны ваше искреннее сердце и благородные намерения, и я удовлетворю ваши искренние потребности и помогу материализоваться вашим прекрасным мечтам. Примите каждый из этих 7 дней с непоколебимой верой и безграничной радостью. Помни, я не брошу тебя. Мой Святой Дух будет направлять и укреплять вас на каждом этапе пути. Хотя не все будет просто, я буду рядом с вами, предлагая руководство, мудрость и силу для преодоления любых препятствий. Поделитесь этими словами надежды со своей семьей, и пусть ваша вера поднимет и мотивирует их. Пришло время отбросить негатив и страх. Помни, моя любовь к тебе безмерна. Не бойтесь будущего или неопределенности мира. Вы и ваша семья надежно держитесь в моих руках, и я активно работаю над вашими ходатайствами. Будьте терпеливы, потому что ответы, которые вы ищете, скоро проявятся. Примите мою волю, даже если реализация некоторых ваших просьб займет больше времени. Когда они это сделают, они принесут вам глубокий мир, процветание и счастье. Воспользуйтесь этой новой возможностью, которую я предлагаю вам на этой неделе, и прогрессируйте с непоколебимой верой. Ищите меня ежедневно в молитве, и я подарю вам не только желание жить, но и силы противостоять жизненным трудностям. Хотя мир может быть окутан страхом, вы станете свидетелем великих чудес в своей жизни. Доверьтесь моим обещаниям и верьте моим учениям. Введите молитвослов с именами своих близких, а я выслушаю и отвечу на ваши сердечные просьбы. Не расстраивайтесь из-за знаков и страхов, которые вас окружают. Я не брошу тебя и твою семью. Оставайтесь верными и стойкими, и вы войдете в будущее, полное мира и процветания.
Я здесь, готовый направлять вас своей мудростью и укреплять вас своей божественной благодатью. Цените эти слова, поделитесь ими со своей семьей, и пусть ваша непоколебимая вера сияет ярким светом. Ваши прошлые ошибки прощены, и я дарую вам сверхъестественные благословения. Ваша жизнь претерпевает значительные изменения, и я укрепляю ваш характер, терпение и решимость. Вас больше не будет соблазнять негатив. Сила позитива и доброжелательности пленит вас, оставив грех и негатив в прошлом. Вы будете ошеломлены трансформацией, происходящей внутри вас, трансформацией позитива. Начнут появляться новые возможности и благословения, включая предложения о работе и поддержку вашей семьи. Будьте спокойны, зная, что вы защищены от вреда и воздействия разрушительных сил. Вы и ваша семья в безопасности, окутаны моей любовью. Смотри в мир с уверенностью, а когда в тебе начнет просачиваться скептицизм, держи меня за руку. Ты сильный, а не слабый, и ты никогда не остаешься один. Твое будущее и мои планы на тебя уже запечатлены, до краев наполнены благословениями. Проявляйте смирение и распространяйте любовь и нежность к окружающим. Будьте ярким маяком оптимизма для своей семьи и друзей. Через тебя я покажу миру свою бесконечную любовь. Мои намерения относительно твоей жизни постепенно раскрываются, и я буду творить через тебя чудеса. Сохраняйте свое сердце скромным и сохраняйте терпение. Каждая деталь тщательно задокументирована в моей книге, и я не оставлю без внимания ваши пожелания. Верьте в меня, поскольку я глубоко люблю вас, и ваше будущее в моих руках. Дорогая моя заветная душа, среди жизненных невзгод и испытаний помни, что сострадательная рука Божества всегда работает в твою пользу. Бог заверил вас, что, несмотря на невзгоды, которые ослабили вашу стойкость, Небесный Защитник уже на пути к вашему дому, неся Божье благословение как свое оружие. Эти небесные стражи будут призывать других ангелов окружать вас, куда бы вы ни отправились. Они облегчат тяжелое бремя стресса, беспокойства и страха, которое, возможно, тяготило вас, и направят вас к спокойствию, к которому стремится ваше сердце. Вместо того, чтобы поддаваться опасениям по поводу неопределенного будущего, получите объятия надежды, внимание непоколебимой решимости и силу преодолеть любое препятствие, которое встретится на вашем пути. Искорените страх из своего сердца, поскольку ваши ангелы-хранители внимательно следят за вами, распознавая значительную внутреннюю трансформацию, которую вы претерпеваете. Продолжайте освещать мир своим уникальным светом, ведь все, предназначенное для вас, придет именно тогда, когда должно. В этот самый момент выразите свою благодарность за подарки настоящего. Дорогой наш ангел-хранитель, умоляем тебя неусыпно охранять не только меня, но и моих близких. Благословите тех, кто находится в тисках отчаяния, чудесными вмешательствами, осушивая их слезы, обновляя их надежду и восстанавливая их здоровье. Если вы верите в небесное воинство, выразите свою поддержку простой признательностью за это послание.
Бог мягко подсказывает, что в это стоит вникнуть, поскольку внутри вас скрыт безграничный потенциал, обогащенный дарами силы, самообладания и власти. Доверьтесь себе, и вы увидите, как на ваших глазах разворачиваются прекрасные преобразования. Освободите свой разум от груза прошлых сожалений и будущих тревог. Прошлое неизменно, но будущее остается в пределах вашей досягаемости. Перестаньте беспокоиться, очистите свой разум и пригласите процветание в свою жизнь. Сегодня день вашей божественной удачи. Помните, совпадений не бывает. Ваша жизнь стоит на пороге трансформации, и обильные благословения спешат поддержать вас. Подтвердите свою непоколебимую веру, признав: «Бог со мной». Ссылаясь на Иеремия 29:11, «Ибо я знаю планы, которые имею для тебя, заявляет Господь, планирую процветать тебе, а не причинять тебе вред, планирую дать тебе надежду и будущее». Хотя тонкости этого плана могут быть за пределами вашего понимания, и если Бог изрек его, будьте уверены, он осуществится. Непоколебимо доверяйте Божественному, ибо ваши заботы отягощают вас больше, чем вы думаете. Помните, абсолютно ничто не является слишком грозным для Всевышнего. Подтвердите доверие к Богу, если ваше сердце резонирует с этой истиной. Присоединяйтесь к нам в вознесении наших воскресных утренних молитв. Дорогой Бог, если на то Твоя воля, пожалуйста, проложи путь. Позвольте мне доверить свой путь вашему божественному замыслу, и я подтверждаю свою веру в ваш великий план. Аминь. Дорогой Небесный Отец, преврати меня в лучшую версию себя. Уточнить свое отношение, свой подход, свои мысли и реакции. Мы молимся об этом во имя Иисуса. Аминь. Дорогой Божией, успокой мои беспокойные мысли, исцели мое измученное сердце и облегчи мои тревоги. Аминь. Дорогой Бог, защити мою радость, мое душевное спокойствие, мое здравомыслие и мою непоколебимую сосредоточенность. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Ваши молитвы не остались незамеченными. Ответ, который вы ищете, уже в пути. Вы следующие в очереди на божественное чудо. Считайте это сообщение подтверждением ваших искренних молений. Небеса услышали ваши призывы, и существенное благословение приближается с непоколебимой уверенностью. Ваша борьба заканчивается, освобождая место потоку благословений и чудес, которые пронизят каждый аспект вашей жизни. Вы выходите из этого испытания более сильными и выносливыми, чем когда-либо прежде. Пусть ваше «Аминь» подтвердит вашу непоколебимую веру в силу молитвы. Размышляя о своем путешествии, позвольте благодарности вести вас. Подумайте о возможностях, благословениях, личностном росте и исцелении, которые до сих пор украшали вашу жизнь. Ваша неустанная преданность своим стремлениям вдохновляет, поскольку вы готовитесь к обильным благословениям, которые вас ждут. Давайте вместе помолимся, чтобы препятствия продолжали исчезать, двери широко распахивались, а чудеса изобиловали. Верьте, что вы не просто выживаете,
но и процветаете, и что ваш потенциал безграничен. Ваш блеск сияет еще ярче, невосприимчивый к любым попыткам затемнить его. Двигайтесь вперед к своему видению, ибо оно обязательно проявится. Примите внезапное развитие событий с распростертыми объятиями, и вы почувствуете глубокую благодарность за то, что никогда не поддавались отчаянию. Благословения быстро приближаются к вам. Введите 333, чтобы указать, что вы готовы их принять. Помните, что Вселенная действует в вашу пользу, организуя события, которые принесут вам необычайное благословение в течение следующих 24 часов. Это очищает ваш путь от токсичных влияний, открывая путь благословениям, которые войдут в вашу жизнь, будь то финансовое процветание или любовь. Хотя я не могу обещать, что завтра утром на ваш банковский счет поступит $1 миллион, сохраняйте веру в положительную энергию Вселенной. Введите «да», чтобы всем сердцем принять эти благословения, поскольку они принадлежат вам. Продолжайте чтить Бога и сохранять веру. Вам не придется сражаться в битвах в одиночку. Бог уберет из вашей жизни не тех людей, а откроет двери, которые вы не смогли открыть, и исправит трудные ситуации, в том числе и ваше здоровье. Переживите болезни, несправедливость, трудности на работе и одиночество. Используйте свою выдержку. Писание говорит нам, что те, кто выдержит до конца, получат награду. Никогда не сдавайтесь в своем путешествии и не расстраивайтесь только потому, что все занимает больше времени, чем ожидалось. Ваше время приближается. Молитва о стойкости во время невзгод. Боже, я признаю, что столкнусь с проблемами в этом мире, но я также верю, что Ты суверенен во всех обстоятельствах. Помоги мне вспомнить Твои обещания и прекрасную вечность, которую я проведу с Тобой. Спасибо Тебе за то, что были со мной сегодня во время трудностей. Пожалуйста, даруй мне смелость и силу стоять твердо в своей вере. Во имя Иисуса. Аминь. Иисус сказал: «Вот, я с вами всегда, до скончания века». Сегодняшний стих напоминает нам, что Господь говорит: «Я возвращу тебе то, что ты потерял». Бог говорит сегодня: «Я отплачу тебе за годы, которые враг украл у тебя, за годы одиночества, за годы плохого обращения». Вы испытаете обильную радость, мир, ресурсы и возможности. В стремлении к личной трансформации я смиренно склоняюсь перед Тобой, дорогой Господь, ища просветления во времена смятения и тьмы. Я прошу Тебя укрепить мои слабости, исправить то, что сломано, исцелить то, что не здорово, и возродить во мне мир и любовь. Я также обращаюсь с этой молитвой к своей семье и друзьям во имя Иисуса. Аминь. Давайте не перестанем молиться, ибо Бог заверяет нас, что все получится. Он полностью контролирует ситуацию, прося нас сохранять спокойствие и позволить Ему завершить то, что Он уже начал в нашей жизни. Отказы и разочарования не были предназначены для того, чтобы навредить нам. Вместо этого они были предназначены для того, чтобы защитить нас. Закрытые двери в нашей жизни сокрыты божественной добротой.
Божьи планы превосходят наши собственные, и Его перенаправление приводит нас в соответствие с нашей целью. Божье наказание осуществляется из любви, даже если временами оно может быть болезненным и непонятным. Иисус, понимающий отвержение, заброшенность и боль, находится с нами на каждом этапе нашего пути. Доверьтесь Ему полностью. Бог заверяет нас, что молитва может изменить все. Даже в разгар бури боль не одолеет тебя. Другая молитва о мудрости в речи и мирной жизни. Дорогой Господь, я прошу Тебя научить меня произносить правильные слова в нужное время и правильным тоном, чтобы я мог жить в мире и счастье. Возможно, я не знаю, куда Ты меня ведешь, но я верю в Тебя, Господь. Господь обеспечит. Бог непоколебим, правдив и все знают. Доверяйте Ему превыше всего. Помните, Бог защищал вас от ситуаций, которые могли разрушить вашу судьбу. Ваш период ожидания – это не наказание, а подготовка к чему-то большему. Сохраняйте свою веру, доверяйте Божьему выбору времени и продолжайте искать Его. Иисус безмерно любит вас, и Он здесь, чтобы позаботиться о вас. Не переставайте искать Его. Когда вы это сделаете, вы откроете для себя любовь за пределами воображения. Бог заверяет нас, что ответы, которые мы ищем, придут в подходящее время. Верьте и верьте, что к этому времени на следующей неделе ваша жизнь станет значительно лучше. Среди множества цитат о вере можно выделить Евреям 11:1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Римлянам 10:17. Итак, вера от слышания, а слышание от слова Христова. И Ефесянам 2:8. Ибо благодатью вы спасены через веру. И это не ваше дело, это дар Божий. Бог обещает, что однажды мы пробудимся, и бремя прошлого будет снято. Возможно, мы не сможем контролировать, когда наступит этот день, но мы должны оставаться сильными, доверять Богу и сохранять нашу веру, потому что Он обязательно придет. На вашем жизненном пути могли быть случаи, когда вы чувствовали себя брошенным, как будто кто-то, заявивший о своей любви к вам, отвернулся. Однако утешайтесь этим: в объятиях Иисуса Христа вы никогда не испытаете покинутости. Возможно, вы столкнулись с предательством, злоупотреблением доверием со стороны дорогого вам человека. Тем не менее, утешайтесь непоколебимой истиной о том, что Иисус Христос никогда не подведет вашего доверия. Отвержение также могло оставить на вас свой след, горькую боль от того, кто, как вы думали, любил вас, отталкивая вас. В любом случае, вы можете быть уверены в том, что Иисус Христос никогда не отвергнет вас. Господь знает вас тонко. Он знает ваше имя, сколько у вас прядей волос, и Он глубоко заботится о вас. Эта любовь находится за пределами человеческого понимания, безусловная и непоколебимая. Однако жизненно важно постичь глубину Божьей любви. Это действительно глубоко, но это не должно быть оправданием для продолжения греха. Скорее,
Оно побуждает нас покаяться и призывает нас полагаться на Его силу и благодать, чтобы вести праведную жизнь. С этим пониманием смиренно приблизимся в молитве к престолу благодати. Господь Иисус, из любви Ты сошел на землю и нес крест ради нашего спасения. Мы поражены Вашей сверхъестественной и безграничной любовью, на которую мы никогда не сможем полностью ответить взаимностью. Всемогущий Боже, Твоя любовь превосходит всякое понимание. Ты предложил Своего единственного Сына не потому, что мы этого заслуживали, а просто по благодати, давая нам совершенную, вечную любовь. Ты знаешь самые сокровенные уголки наших сердец, наши недостатки и нашу борьбу, но Ты решил проявить благодать и милость. Вы продемонстрировали сильную и преобразующую любовь, и за это мы глубоко благодарны. Ваше слово в Иеремии 1:5 напоминает нам: «Прежде чем я образовал тебя в чреве, я знал тебя, прежде чем ты родился, я отделил тебя». Мы возносим Ваше имя в вечную хвалу за такую любовь. Спасибо, Господь, за исполнение нашей величайшей потребности безусловной любви. Ты Бог, который знает все, даже сокровенные уголки наших сердец. Несмотря на то, что Ты знал наши самые постыдные тайны, Ты решил одарить нас совершенной, жертвенной и вечной любовью. Твое слово в послании к Римлянам 8:38-39 уверяет нас, что ничто не может отлучить нас от Твоей любви. Мы заявляем с непоколебимой верой, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни демоны, ни настоящее, ни будущее, ни какие-либо силы, ни высота, ни глубина не могут отлучить нас от любви Божией. Ожидайте перемен в своей жизни. В этом месяце вас ждут чудеса и непредвиденные благословения. Вы исцелитесь, вырастете и процветаете. Мир принадлежит вам. Аминь. Бог исцеляет тебя, и ты возвращаешься еще сильнее. Продолжай верить. Когда вы найдете Бога, вы откроете для себя любовь, превосходящую воображение. Ответ, который вы ищете, придет в нужный момент. К концу года ваша жизнь будет на 5 лет вперед. Ваши лучшие дни материализуются. Ангелы подтверждают, что все кончено, и вас ждет благословение. Не игнорируйте это сообщение. Вас проверяют. Ангелы все устроят в вашу пользу. Ваше ожидание не напрасно, это благословение. Божий план стоит того, чтобы его ждать. Продолжайте доверять. Послушание Богу приносит мир, счастье и благословение. Поверьте, что завтра наступит новый день, полный возможностей. Продолжайте искать Бога, потому что Его любовь к вам никогда не перестает. Он всегда присутствует с вами. Бог говорит: «Я никогда не пошлю тебя в такую ситуацию одного. Я иду впереди тебя, стою рядом с тобой и иду позади тебя». Будьте уверены в Его присутствии. Перестаньте слишком много думать. Если на то будет воля Божья, это произойдет. Если нет, то у Него есть план получше. Имейте мир, зная, что пути Божьи совершенны.
Я делюсь этими словами с вами, чтобы моя радость могла стать вашей, и ваша радость стала полной. Вот моя заповедь: любите друг друга так же, как я возлюбил вас. Нет большей любви, чем положить душу свою за свою. В глубине всего творения ничто не может отделить нас от божественной любви, которую мы нашли в Господе нашем Иисусе Христе. Каждый день мы ценим то, как вы сохраняете наше единство, как вы присутствуете в наши трудные времена и как вы слышите наши просьбы. Наше сердце переполняется благодарностью за сострадание, милость и благодать, которые вы излили на нас, даже когда мы были недостойны. Мы глубоко благодарны за вашу непоколебимую верность, особенно в самые трудные времена жизни. Вся слава принадлежит только Тебе. В вашем божественном присутствии мы находим убежище спокойствия и защиты. Поэтому мы, вместе со всеми участвующими, смиренно просим вашего божественного присутствия окружить нас. Ходите с нами каждый день, и пусть Святой Дух освещает безбрежность вашей любви в наших сердцах. Мы клянемся никогда не принимать это как должное, а жить жизнью, которая чтит ваше имя, жизнью, которая ненавидит зло и поддерживает праведность. Господь Иисус, мы выражаем нашу глубочайшую признательность за Твою вечную любовь и за постоянное доказательство Твоей верности. Мы доверяем и придерживаемся вашего слова в Софонии 3 часа 17 минут, в котором говорится, что Господь, Бог наш, всегда с нами. Он могучий воин, который спасает нас, и Он очень радуется нам. Он уже не упрекает нас, но радуется о нас. Вы заслуживаете самой высокой похвалы, и мы высоко возносим ваше имя. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Как учит Матфея 4:4, мы будем жить не хлебом одним, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Мы умоляем вас о благодати жить по вашему слову и поступать в послушание вашим заповедям. Помоги нам внедрить Твое Слово в наше сердце, защитив нас от греха. Пусть Ваше Слово обличает, наставляет и очищает нас, очищая наши нечистоты и укрепляя в нас благочестивый характер. Слово Твое, как очищающий огонь, очищает нас и, как молот, уничтожает зло и укрепляет благочестие. Оно служит зеркалом, обнажающим наши недостатки и побуждающим нас полагаться на вас, а не на свои силы. Ваше Слово – наш маяк и наш ориентир. Господи, очисти нас Словом Твоим и даруй нам силой Святого Духа непреодолимую жажду слова Твоего. Пусть это бросит нам вызов и побудит нас стать лучшими христианами, быть терпеливыми, прощающими и медленными на гнев. Направляй наши мысли и шаги, формируя нас по своему подобию. Во имя Твое святое молимся. Аминь. Отец Небесный, мы смиренно приходим к Тебе с благодарностью за Твое прощение, проявление Твоей любви к нам. Собираясь в Вашем присутствии, мы ищем Вашей милости, чтобы подражать Вашему прощению, избавляя наше сердце от горечи и обиды. Превратите наше сердце в сосуды сострадания, через которые может течь Ваша любовь. Во имя Твое молимся. Аминь. Господь Иисус,
мы умоляем Тебя благодати ходить в смирении. Как учит ваше слово в Римлянам 12 часов 10 минут, давайте уважать других и не отвечать злом на зло. Вместо этого давайте жить в мире со всеми, быстро прощая, благословляя тех, кто проклинает нас, и любя тех, кто нас мучает. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Всемогущий Боже, пусть Святой Дух наполнит нас искренней и чистой любовью Иисуса Христа. Укрепи нас, чтобы мы могли ходить в свободе и любви, которые продемонстрировал Христос. Мы молимся за храбрые сердца, которые благословляют даже тех, кто проклинает и преследует нас. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Господь Иисус, помоги нам испытать истинную свободу и свободу в Твоей любви. Мы молимся, чтобы Ваш мир охранял наше сердце. Мы благодарны за то, что Вы являетесь нашим светом и спасением, освобождая нас от страха перед чем-либо и кем-либо, потому что Вы с нами. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Завершая эту молитву, Небесный Отец, мы призываем имя Иисуса Христа, выражая нашу признательность за Твое присутствие и безграничную любовь, которую Ты изливаешь на нас. Давайте продолжим расти в любви, позволяя Вашей любви переливаться из нашей жизни, становясь благословением для других. Во имя Иисуса мы молимся. Во имя Иисуса мы собираемся вместе, чтобы помолиться. Божественные слова Бога отзываются в наших сердцах, принося утешение и уверенность. С любовью и настойчивостью Он призывает нас. Завтра у нас появится новый шанс совершить то, чего сегодня не удалось. Не поддавайтесь безнадежности. Оставайтесь мужественными и стойкими, ибо вас обожают. Продолжайте доверять мне и проекту, который я есть для твоей жизни. Бог мягко подталкивает нас освободиться от забот и тревог. Он заверяет нас, что Он здесь, чтобы заменить это тяжелое бремя любовью, миром и неожиданными радостями. За кулисами Он неустанно устраивает необыкновенные события в нашей жизни. Поэтому доверьтесь Ему, отпустите свои страхи и имейте веру. Его способности находятся далеко за пределами нашего понимания. Просто доверьтесь Ему, положитесь на Его руководство и следуйте туда, куда Он ведет. Он обещает позаботиться обо всем остальном. Бог понимает, что опасение потери контроля над своей жизнью может привести к учащению сердцебиения. Тем не менее, Он заверяет нас: «У меня есть это». Нет нужды бояться даже когда кажется, что ситуация выходит из-под контроля. Всегда помните: я знаю, что лучше для вас. Доверьтесь мне и знайте, что вы находитесь в безопасности в моих умелых руках. Сегодня Бог заявляет, что истинный мир и непоколебимую силу можно найти только в Нем. Даже перед лицом самых устрашающих жизненных испытаний Его обещания остаются непоколебимыми. Если вы находите утешение в успокаивающих объятиях Бога, пожалуйста, выразите свою благодарность за это послание. В знак признания Его преобразующей силы давайте склоним головы в молитве.
Небесный Отец, мы приближаемся к Тебе с сердцами, наполненными благодарностью за честь находиться в Твоем присутствии. Мы признаем, что в Вашем присутствии все раскрывается, и от Вашего совершенного знания невозможно ускользнуть. Однако, Господь, мы не боимся, потому что знаем, что Твоя любовь и милость изобилуют. Мы благодарим Вас за то, что Вы добровольно предложили нам свое присутствие. Мы сознаем нашу нужду в Тебе, ибо именно в Твоем присутствии мы находим защиту от козней врага, обновление для наших утомленных душ и оживление в нашем духе. Ваше присутствие – наше прибежище и сила. Ваше слово в Иеремии 29:13 заверяет нас, что «если мы будем искать Тебя всем сердцем, мы найдем Вас». Мы благодарны за то, что нам не нужны особые слова или сложные ритуалы, чтобы войти в Ваше присутствие. Все, что нам нужно, это искреннее стремление к Вам. Господь Иисус, мы приветствуем Твое присутствие в нашей жизни. Без Тебя нет настоящей жизни, нет прочной надежды и нет полного исцеления. Только Ваше присутствие способно преобразить, исцелить, восстановить, обновить и возродить нас. Мы желаем постоянно пребывать в Вас, ибо, как сказано в Иоанна 15:2-5, без Вас мы ничего не можем делать. Отец, напомни нам, что Ты, как Твои дети, никогда не оставишь нас, даже в минуты наших страданий. Когда мы призываем имя Иисуса Христа, все начинает меняться. Святой Дух, мы приглашаем Тебя глубоко проникнуть в наше сердце и полностью поглотить нашу жизнь. Пусть преобразование, произведенное внутри нас Вашим присутствием, будет видно всем окружающим, принося славу Иисусу Христу. Господь, мы молимся о преобразовании атмосферы наших домов. Пусть мы будем настолько окутаны Твоим присутствием, чтобы каждый скрытый дух негатива и безнадежности был изгнан во имя Иисуса. Туда, где тьма, принеси свой чудесный свет. Там, где есть гнев, принесите свой божественный мир. Там, где есть боль, принесите свое исцеляющее прикосновение. Говорите и служите каждому разбитому сердцу. Окружите нищих духом своей любовью и утешением. Пусть Ваше присутствие изменит нас, укрепит нас и наполнит теплом наши дома. В состоянии глубокого благоговения направим свои мысли к Божественному. Небесный Отец, мы приближаемся к Тебе с сердцами, полными признательности за возможность быть в Твоем присутствии. Мы признаем, что в Вашем присутствии ничто не остается сокрытым, Ваши безупречные знания не оставляют места для тайны. Но мы не боимся, ибо уверены в Твоей обильной любви и милосердии. Выражаем нашу благодарность за Ваше добровольное присутствие. Мы понимаем нашу зависимость от Вас. Именно в Вашем присутствии мы находим убежище от замыслов врага, омоложение для наших уставших душ и возрождение нашего духа. Ваше присутствие – наше прибежище и сила. Обещание в Иеремии 29:13 заверяет нас, что «если мы будем искать Тебя всем сердцем, мы найдем Вас». Нас наполняет благодарность за то, что нам не нужны громкие слова или сложные ритуалы,
чтобы войти в ваше присутствие. Все, что нам нужно, это искреннее стремление к вам. Господь Иисус, мы приглашаем Твое присутствие в нашу жизнь. Без Вас нет настоящей жизни, нет прочной надежды и нет полного исцеления. Только Ваше присутствие обладает силой преобразовывать, исцелять, восстанавливать, обновлять и возрождать нас. Мы жаждем постоянно пребывать в Тебе. Как говорится в Евангелии от Иоанна 15, 2-5, мы не способны достичь чего-либо без Вас. Отец, напомни нам, что, как Твои дети, Ты никогда не оставишь нас, даже в трудные времена. Когда мы призываем имя Иисуса Христа, мы становимся свидетелями преобразующего изменения. Святой Дух, мы приглашаем Тебя глубоко проникнуть в наше сердце и полностью занять нашу жизнь. Пусть трансформация, вызванная Вашим присутствием, будет очевидна для окружающих, принося славу Иисусу Христу. Господь, мы молимся о преобразующем сдвиге в атмосфере наших домов. Пусть Ваше присутствие будет настолько всепроникающим, что оно рассеет любой скрытый негатив и отчаяние. Туда, где тьма, принеси свой великолепный свет. Там, где есть гнев, принесите свой божественный мир. Там, где есть боль, принесите свое исцеляющее прикосновение. Поговорите и исцелите каждое разбитое сердце. Окружите своей любовью и утешением тех, кто духовно обеднел. Пусть Ваше присутствие преобразит нас, укрепит и наполнит наши дома теплом Вашей любви. Смягчи наше сердце, Господь, чтобы мы могли быстро ответить на Твой призыв. Мы воодушевляем каждого человека, который слышит эту молитву. Пусть Ваше присутствие восстановит испорченные отношения и исцелит раненые семьи. Покрой каждую обиду своей неизменной любовью и принеси примирение там, где оно кажется недостижимым. Берегите наши души и нести наше бремя, ибо Вы – наша непрестанная поддержка. Отец, мы жаждем не меньшего, чем полного проявления Твоего святого присутствия в нашей жизни и мире. Мы признаем Вашу способность возвращать мертвых к жизни. Для Вас нет ничего слишком сложного. Господи, да свершится воля Твоя в нашей жизни. Ваше присутствие – решение каждой проблемы в этом порочном мире. Мы верим в Вашу способность достичь всего этого и даже большего. Спасибо, Господь, что услышал нашу молитву. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. В Евангелии от Иоанна 15, 2-11 говорится: «Я истинная лоза, а Отец мой – садовник. Он обрезает всякую ветвь, не приносящую плода, а всякую плодоносную ветвь обрезает, чтобы сделать ее еще более плодоносной. Вы уже чисты благодаря слову, которое я сказал вам. Пребудьте во мне, как и я остаюсь в вас». Никакая ветвь не может приносить плода сама по себе, она должна оставаться на лозе. И вы не можете приносить плода, если не пребудете во мне. Я лоза, вы ветви. Если ты останешься во мне, а я в тебе, ты принесешь много плода. Кроме меня, ты ничего не сможешь сделать.
Если ты не останешься во мне, ты подобен засохшей ветке, которую выбросят. Такие ветки подбирают, бросают в огонь и сжигают. Если ты пребудешь во мне, и мои слова пребудут в тебе, то, чего не пожелаешь, проси, и будет тебе. Это к славе Отца моего, что вы приносите много плода, доказывая, что вы мои ученики. Псалом 45, 1-7 успокаивает нас: Бог, наше прибежище и сила, непрестанный помощник в беде. Поэтому мы не устрашимся, даже если земля упадет и горы упадут в сердце моря, хотя его воды шумят и пенятся, и горы дрожат от волнения их. Есть река, потоки которой веселят град Божий, святое место, где обитает Всевышний. Бог внутри нее, а она не упадет. Бог поможет ей при рассвет. Народы в смятении, царства падают, Он возвышает голос свой, земля тает. Господь Вседержитель с нами, Бог Иакова, наша крепость. Иов 36, 10-11 наставляет: Он заставляет их прислушиваться к исправлению и повелевает им покаяться в своем зле. Если они будут послушны и будут служить, то проведут остаток своих дней в процветании и годы в довольстве. Иоанна 15, 2-11 еще раз напоминает нам о нашей связи с Божественным. «Я истинная лоза, а Отец мой – садовник. Он обрезает каждую ветвь, не приносящую плода, а каждую плодоносную ветвь Он обрезает, чтобы сделать ее еще более плодотворной. Вы уже чисты благодаря Слову, которое я сказал вам. Пребудьте во мне, как и я остаюсь в вас. Никакая ветвь не может приносить плод сама по себе, она должна оставаться на лозе. Вы тоже не можете приносить плод, если не пребудете во мне. Я лоза, вы ветви. Если вы это сделаете, не оставайся во мне, ты как засохшая ветвь, которую бросают. Такие ветви подбирают, бросают в огонь и сжигают. Если ты пребудешь во мне и слова мои останутся в тебе, то проси, чего пожелаешь, и будет сделано для вас. Это к славе Отца моего, что вы приносите много плода, доказывая, что вы ученики мои. Так же, как меня лелеял мой Отец, я также дорожил тобой. Ты продолжишь существовать в моей любви, если будешь следовать моим указаниям, так же, как я придерживался наставлений своего Отца и продолжаю существовать в Его любви. Я передал это вам для того, чтобы моя радость могла вселиться в вас и чтобы ваша радость могла стать целостной. Псалом 46, 1-7 объясняет, что Бог – наше святилище и сила, всегда доступная помощь во времена бедствий. Поэтому мы не будем бояться, даже если земля рухнет и горы погрузятся в сердце моря. Хотя воды его шумят и пенятся, а горы дрожат от их волнения. Есть река, чьи потоки могут ободрить город Божий, священное место, где обитает Всевышний. Бог внутри нее, а она не упадет. Бог поможет ей на рассвете. Народы в смятении, царства рушатся, Он возвышает свой голос, земля разжижается. Господь Вседержитель с нами, Бог Иакова наша твердыня. В Иове 36,
10:11 говорится, что Бог велит им прислушиваться к исправлению и повелевает им покаяться в своих нечестиях. Если они будут подчиняться Ему и служить Ему, то проведут остаток своих дней в процветании, а годы – в довольстве. Мы молимся Тебе, Господь, за Твое руководство, чтобы мы могли сосредоточиться на Тебе. Помоги нам оставаться твердыми в Твоем Слове, чтобы мы не сбивались с пути и не следовали мирскими путями. Святой Дух, зажги в нас страсть посвятить себя делу Божьему. Давайте сосредоточим свои мысли на вечном, угодном Господу. Давайте ежедневно размышлять над Вашим Словом, обращая внимание на Священные Писания и останавливаясь на стихах, которые укрепляют нашу веру и удерживают наш взгляд на Христе. Мы поднимаем каждого человека в пределах досягаемости нашего голоса. Господь, приведи их ближе, чтобы они искали Твоего лица, чтобы нашли убежище в Твоем тайном месте. Пусть каждый мужчина и женщина Божья, слушающие сейчас, будут окутаны Вашим защитным присутствием. Защити нас от взгляда зла, и пусть планы врага будут сорваны. Мы просим о преобразовании наших сердец от страха к вере. Помогите нам полностью довериться Вам, не беспокоясь и не беспокоясь. Пусть Ваш мир и божественная радость пребудут внутри нас. Мы заявляем, что наши души, дома и жизнь в порядке. Дух Святой, даруй нам смелость и мужество стоять твердо в вере, свободные от страха. Мы требуем Вашего обещания, что добро и милосердие будут сопровождать нас всю жизнь. Мы провозглашаем победу во имя Иисуса над каждой горой, гигантом и препятствием, поставленным врагом. Спасибо за силу, которой мы можем получить доступ через Вашу кровь, которая дает нам возможность побеждать. Будьте благословенны и просыпайтесь в Вашей благодати и милосердии каждый день. Господь Иисус, Ты наше прибежище и крепость. Мы заявляем, что Вы – наше убежище. Пусть Ваше присутствие пребывает в наших домах, сердцах и умах. Позвольте нам наполниться Вашей любовью, силой и благодатью. Обличай нас Духом Святым, пока мы полностью не подчинимся Твоей искупительной силе. Мы молимся за каждого человека, до которого доходит наш голос. Пусть Ваше присутствие исправит разрушенные отношения и исцелит пострадавшие семьи. Накройте каждую обиду одеялом любви. Принесите примирение там, где никто другой не может. Берегите наши души и берегите наше бремя. Отец, мы желаем не меньше, чем полного проявления Твоего святого присутствия в нашей жизни и в этом мире. Мы приглашаем Вас прийти и внести свой вклад в нашу жизнь. Ваше присутствие – решение каждой проблемы в этом падшем мире. Мы верим, что Вы более чем способны достичь всего этого и даже большего. Спасибо, что услышали нашу молитву. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Любовь Божия – это божественная, истинная и вечная любовь. Библия говорит нам, что Бог есть любовь, и Его любовь характеризуется благодатью, прощением и милосердием. Оно вечно и безусловно.
Мы никогда не сможем заслужить или заслужить Божью любовь, а оно дается нам бесплатно. Глубина Божьей любви показана в Евангелии от Иоанна 3 часа 16 минут, где говорится, что Бог так возлюбил мир, что отдал Своего единственного Сына Иисуса, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Божья любовь постоянна и неизменна, даже когда мы терпим неудачу или грешим. Послание к Римлянам 5:8 напоминает нам, что Бог демонстрирует свою любовь к нам и что, пока мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Это означает, что Бог любил нас, даже когда мы были в худшем состоянии. Размышляя о Божьей любви, важно помнить, что Его любовь не является для нас оправданием, чтобы продолжать жить во грехе. Скорее, оно должно привести нас к покаянию и желанию жить так, как угодно Ему. Небесный Отец, мы приходим к Тебе с благодарными сердцами, признавая глубину Твоей божественной любви. Ваше Слово говорит нам, что Вы есть любовь, и мы являемся получателями этой невероятной любви. Мы благодарим Тебя за то, что Ты послал Своего Сына Иисуса Христа умереть за наши грехи. Твоя любовь была так велика, что Ты пожертвовал собственным Сыном ради нашего спасения. Мы смирены этим актом любви, ибо знаем, что не заслужили его. Господь, Твоя любовь непоколебима и неизменна. Даже когда мы были в грехе, Ты любил нас. Ваша любовь основана не на наших действиях или заслугах, а на Вашей благодати и милосердии. Помоги нам, Господи, ответить на Твою любовь сердцами благодарности. Покаяние. Давайте отвернемся от греха и будем стремиться жить жизнью, которая прославляет и радует Вас. Мы молимся, чтобы Ваша любовь пронизывала каждый аспект нашей жизни. Давайте любить других так же, как Вы любили нас, с благодатью и прощением. В моменты сомнений или неуверенности напомните нам о Своей бесконечной любви. Будем уверены, что ничто не сможет отлучить нас от Твоей любви, как заявляет Римлянам 8:38-39. Спасибо Тебе, Небесный Отец, за Твою любовь, которая не знает границ. Пусть Он продолжает преобразовывать нас и приближать нас к Вам. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Божье любящее послание находит глубокий отклик благодаря глубокой любви и заботе, которую я испытываю к вам. Вам очень важно понять, что я здесь, чтобы взять на себя все ваше бремя и облегчить страдания вашего тревожного сердца. Мысль о том, что я готов решать любые возникающие задачи, должна вселить в вас чувство ни с чем не сравнимого спокойствия. Ваша способность защитить свое счастье зависит от того, сможете ли вы уклониться от любого шанса, который предоставит противнику, чтобы им воспользоваться. Спокойствие, которого вы жаждете, зависит от вашей твердой решимости и отказа от него отказаться. Вся ответственность ложится на ваши плечи, ваши силы, вашу веру. Примите радость, которая наполняет ваше сердце, и сохраняйте непоколебимую веру в свою значимость. Оставайтесь привязанными к настоящему и постарайтесь не нести слишком тяжелое бремя жизни.
Помните, жизнь – это путешествие, и сегодняшний день – это драгоценный подарок. Наслаждайтесь этим в полной мере, ведь завтрашний день не дает никаких гарантий. Подтвердите свою непоколебимую веру в Господа, сказав «да». Голоса ангелов звучат надеждой. Сегодняшний день означает начало новой главы в вашей жизни, где перемены расправят крылья. По мере того, как этот сдвиг разворачивается, вы испытаете трансформацию от дефицита к изобилию, от двусмысленности к ясности и от тревоги к покою. Повторяйте за мной: Бог – мое утешение в радости. Когда я нахожусь на самом низком уровне, Бог – мой источник силы. Когда я чувствую себя уязвимым и незащищенным, Он дарует мне благодать освободиться от любых связей с прошлым или ограничивающих убеждений. Это может препятствовать моему прогрессу. Вы находитесь на пороге самых ярких дней своей жизни. Итак, проложите свой путь в будущее и отправляйтесь в это новое начало. Наша надежда исходит от Бога, который обещает быть рядом с вами и внимательно слушать. Никогда не допускайте мысли, что вы одиноки, поскольку Бог клянется твердо стоять с вами, предлагая непоколебимую поддержку во всех испытаниях. Обращайтесь к Нему в минуты неуверенности или когда чувствуете себя потерянным. Утешающий голос Бога остается постоянным. В глубине моего сердца есть священное место, предназначенное исключительно для тебя. Вам важно осознать, что я тщательно разработал божественный план и цель для вашей жизни. Вы уникальный шедевр, тщательно созданный с бесконечной любовью и заботой. Никогда не подвергайте сомнению свои способности, потому что вы добьетесь успеха во всех начинаниях, если доверитесь мне. В ближайшие 3 дня ждите сюрпризов, которые превзойдут ваши самые смелые мечты. Будьте готовы быть приятно удивлены. Бог далее утешает вас: полагайтесь на меня, потому что я всегда правдив и надежен. Мое слово – это мое обязательство, и моя любовь к вам безусловна, независимо от ваших прошлых действий или путей, которые вы выбрали. Я ваш любящий Отец, и тебя глубоко любят. Приготовьтесь к улучшению своего физического здоровья, психического состояния и отношений. Не поддавайся страху, дитя мое, ибо божественные ангелы стоят на страже, направляя тебя на правильный путь. Когда я рядом с тобой, тебе не причинится никакого вреда. Доверьтесь мне и поверьте, что вы в безопасности. Приготовьтесь, ибо божественная рука Божия готова излить на вас поток благословений, который оставит вас в полном изумлении и трепете. Вы терпеливо перенесли нынешние обстоятельства, и теперь пришло время для трансформации за гранью понимания. В этот период вашей жизни Святой Дух ведет вас к неизведанным территориям, поднимая вас на уровень, которого вы никогда раньше не достигали. Ваше путешествие по пустыне испытаний и невзгод близится к концу, и ваша награда ждет. Когда на горизонте маячит долгожданный прорыв, подобный первому сиянию рассвета после мрачной ночи, знайте, что Всемогущий Отец осуществляет свой божественный план для вашей жизни.
все тактики и стратегии противника были оперативно нейтрализованы. Силы зла, которые когда-то пытались помешать вашему прогрессу и помешать вашей судьбе, стали бессильными перед лицом грозной руки Бога. Теперь вы находитесь под сенью Его защитных крыльев, защищенные от вреда и готовые к удивительным благословениям, которые вот-вот изольются на вас. Поэтому оставайтесь стойкими в своей вере. Создатель Вселенной настраивает космос в вашу пользу. И если вы будете упорствовать в доверии и вере, вы станете свидетелем того, как начнутся чудеса, и невозможное станет вашей реальностью. Примите этот новый этап своей жизни с благодарностью и ожиданием, поскольку Божьи сюрпризы превосходят воображение, а Его благословения безграничны. Дорогой Небесный Отец, приближаясь к новому месяцу, мы опускаем головы в смиренной признательности и поклонении. Прежде чем исчезнут заключительные дни сентября, мы приближаемся к вам с сердцами, полными благодарности за бесчисленные благословения и непоколебимую защиту, которые вы щедро даровали нам в каждый момент нашей жизни. Ваш зоркий глаз был нашим путеводным маяком, освещающим дорогу впереди и защищающим нас от вреда. Ваша бесконечная любовь и бесконечная мудрость провели нас через сложную картину августа, и мы за это глубоко благодарны. С нетерпением вступая в неизведанный ландшафт сентября, мы делаем это с ожиданием и верой. Мы признаем каждый день как драгоценный дар от вас и молимся, чтобы предстоящий месяц был наполнен излиянием вашей благодати, исцеляющими благословениями и чудесами, превосходящими наши самые смелые мечты. Пусть ваше присутствие будет нашим вечным спутником, а ваша любовь – нашим надежным якорем в предстоящие дни и недели. Во имя могущественного и могучего Иисуса мы в единстве возносим свои голоса и возглашаем нашу искреннюю молитву. Аминь. Небесный Отец с сердцем переполненным благодарностью я преклоняю сегодня колени перед Тобой, чтобы выразить свою искреннюю благодарность. Твои благословения обильно излились на меня, наполнив мою жизнь безмерной радостью и благодатью. Я особенно благодарен за защитный щит, который вы поставили над моими близкими, защищая их от вреда. Ваша непоколебимая любовь и божественная забота были нашим щитом и крепостью. Готовясь ко сну сегодня вечером, мы предстаем перед вами с открытыми сердцами, обнажая наши заботы, наши радости и наши боли. В тишине этого момента мы отдаем все наше бремя в ваши любящие руки, веря, что ваша мудрость и сила намного превосходят наши. Ты всемогущий, тот, кто близко знает наше сердце, и мы отдаем все Тебе, зная, что Твои планы относительно нас благи. Великий пастырь наших душ, наблюдай за нами, пока мы даем отдых нашим утомленным телам и беспокойным умам. Пусть Твой мир садит на нас, как нежное, успокаивающее одеяло, позволяя нам найти утешение и спокойствие в Твоем присутствии. Мы вверяем наше благополучие Тебе, дорогой Отец, ибо знаем, что Ты наш постоянный спутник, наша непрестанная помощь в трудную минуту. Во имя драгоценного и могущественного Иисуса мы возносим эту молитву, веря в Вашу неизменную любовь
и заботу. Аминь. Борьба может сделать вас сильнее. Жил-был человек, который нашел бабочку, которая вот-вот вылупится из кокона. Он часами наблюдал за бабочкой, пока она изо всех сил пыталась пролезть в крошечное отверстие. Затем он внезапно перестал прогрессировать и оказался застрявшим. Мужчина решил помочь бабочке, отрезав ножницами оставшуюся часть кокона. Затем бабочка легко вылезла наружу, хотя и с опухшим телом и маленькими сморщенными крыльями. Мужчина ждал, пока крылья вырастут и смогут поддержать бабочку, но этого не произошло. Всю оставшуюся жизнь бабочка не могла летать, ползая с маленькими крыльями и раздутым телом. Несмотря на доброе сердце этого человека, он не понимал, что ограничивающий кокон и борьба, которую пришлось бабочке пройти через маленькое отверстие, были Божьим способом вытеснения жидкости из тела в ее крылья, чтобы подготовиться к полету, как только она освободится. Сегодня кажется, что Бог обращается к вам с посланием понимания и утешения. Он видит скрытую боль, которую вы несете внутри себя, слезы, которые вы проливаете молча, когда не спите по ночам, не желая обременять кого-либо своей борьбой. Вы можете чувствовать себя потерянным и неуверенным в том, что делать дальше, но найдите утешение в том, что Бог полностью осведомлен о вашей ситуации. Берегите себя и увидимся в следующем видео.